О самых заметных событиях вторника, 6 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В разгаре реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Перелеты по дальним направлениям осуществляются технической пересадкой. Срубить нельзя выращивать. Где же все-таки поставить запятую в вопросе стальником? Уже несколько десятилетий спорят биологи, ландшафтные дизайнеры и коммунальщики Якутска. Наш корреспондент разбирался в проблеме. Архив – это не только порядок в документах. Специалисты Национального архива Республики провели мастер-класс по подшивке и оформлению документов для делопроизводителей. Великий день нашей страны. В День русского языка на площади Русского театра возложили цветы в память о писателе и поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Также представили новую постановку «Руслан и Людмила». Огонь спартакиады учащихся. Спортивные якутяне зажгли в Якутске. Обряд прошел в доме Арчи. Сколько юных спортсменов поборются за звание сильнейших. Регионы Дальнего Востока несут особую ответственность в восточном векторе развития страны. Такую мысль озвучил глава Якутии Айсан Николаев, выступая с приветственным словом на общем собрании парламентской ассоциации «Дальний Восток» и Забайкалье в Илтумэне. Глава подчеркнул, что Якутия всегда открыта для сотрудничества, готова к серьезному обмену мнений по самому широкому спектру вопросов, которые затрагивают интересы всех дальневосточников и северян, к обсуждению общих проблем и перспектив. Айсан Николаев отметил, что в новых геополитических реалиях развитие Дальнего Востока и Арктики становится приоритетным. В каждом субъекте Дальневосточного федерального округа имеются парламентские формирования, поэтому однозначно у них есть свое видение тех или иных вопросов, которые сегодня волнуют молодежь. И создание такого совета при нашей ассоциации будет только играть на общую пользу. Поэтому мы решили поддержать наших коллег, доработать соответствующее положение и в рабочем порядке его принять. Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск продолжается. На сегодняшний день рейсы совершают самолеты «Боинг» из Якутска в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой в Нижневартовске. Как продвигаются ремонтные работы, расскажет Галина Чекурова. Уже с 16 июня длина взлетно-посадочной полосы увеличится на 150 метров. На данный период времени уже завершены работы по демонтажу асфальтового покрытия. Далее залили новый бетон. Последним этапом остается заливка выравнивающим слоем участка пандуса. По срокам участок 175 метров должен быть закончен физически до 10 числа, для того, чтобы бетон успел набрать прочность. И мы смогли к 16 числу ввести активный участок ВПП 1800 метров. Далее строительно-монтажные работы продолжатся до 15 августа по плану. Благодаря увеличению взлетно-посадочной полосы до 1800 метров появится возможность беспроблемно принять самолет МЧС Б-200 для тушения лесных пожаров. Также прямые перелеты в Москву и Санкт-Петербург будет выполнять только авиакомпания «Якутия». При вылете из Якутска будет производиться техническая посадка для дозаправки в Нижневартовске. Обратный рейс в Якутск будет выполняться без промежуточной посадки. С этого дня аэропорт Якутск начнет принимать среднемагистральные воздушные суда, например, А320 «Нео», Сухой Суперджет 100, Боинг 737-800. Это позволит уже летать до Новосибирска, до Иркутска, Владивостока, до Москвы с пересадкой. И получается гораздо больше вместимость пассажиров будет на этих воздушных судах, соответственно. Завершение строительно-монтажных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск планируется к 15 августа. Затем до октября этого года планируется получить сертификат соответствия, который позволит вернуться к привычному режиму работы аэропорта. Галина Чекурова, Владимир Павлов, Якутск. Более 74 тысяч якутян приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств. Это 97% от плана. Всего Якутия представила в голосовании 50 общественных территорий. Это площади, набережные, зоны отдыха, скверы, парки и аллеи в 21 населенном пункте.
Больше всего голосов набрали дизайн-проекты благоустройства в городе Якутске. Больше всего голосов отдано за благоустройство сквера с памятником, посвященного герою Советского Союза Федору Попову. На втором месте благоустройство сквера имени Юрия Гагарина. На третьей позиции благоустройство набережной озера Сергелях в районе ДСК. По итогам онлайн-голосования состоится конкурсный отбор проектов для включения в госпрограмму. Срубить нельзя, выращивать. Где же все-таки поставить запятую в вопросе с тольником? Уже несколько десятилетий спорят биологи, ландшафтные дизайнеры и коммунальщики Якутска. Одни говорят про пользу растения и его неприхотливость к климату, другие про опасность и неэстетичный вид, которые наступают в период цветения тольника. Петр Васильев разбирался в ситуации. Тот самый пух, воспетый в легендарной песне 90-х, приносит немало проблем жителям центральных регионов нашей страны. Аллергия, насморк, слезы – типичная картина конца весны, начала лета. Ну а жителей Якутска заставляет плакать, причем не от радости, его младший брат – тольник. Его в городе повсеместно начали высаживать еще с советских времен. Причем выбирали этот род кустарниковых ив в первую очередь из-за его неприхотливости. Говоря на языке биологов, куда ни ткни, тут и принялся. Однако, как отмечают специалисты, посадили советские озеленители ив не того сорта. И как результат, многие улицы Якутска буквально оказались захвачены этим неприхотливым, но таящим ряд угроз кустарником. Экспериментировали по-разному. В основном это были приезжие специалисты. Они не знали специфики нашего климата, наших городских почв, засоленности не знали. И, конечно, эксперименты ставились очень такие смелые и заведомо неудачные. Минусы такие, что они не очень декоративны. Все-таки наши местные ивы, при том, что в Европе, в центральной части России есть очень декоративные ивы, но они просто бы не прижились бы в наших условиях ни за что. Они очень быстро стареют, они очень быстро приобретают неэстетичный вид, у них начинают отмирать кроны и так далее. Ну и в целом у них, конечно, лед пуха. Среди преимуществ – быстрый рост, густая зелень и прекрасная преграда от пыли. Казалось бы, идеальное растение для городского ландшафта, однако его главная опасность приходит с наступлением лета. Кустарник начинает цвести, укрывая улицы, дворы, близлежащие квартиры покрывалом белого пуха, который при этом крайне аллергенен. Появляются симптомы тогда, когда аллерген, в частности пыльца, начинает контактировать со слизистыми оболочками. Допустим, слизистые оболочки полости глаз. В частности, это бывают такие проявления, как слезотечение, отек. Допустим, если пыльца контактирует с органами дыхания, это в частности могут быть обострение острого бронхита, обострение бронхиальной астмы. И тут уже проявляются симптомами такими, как кашель, допустим, заложенность, затруднение вообще дыхания легочного, обструкция, удушье может быть. В последние несколько лет в Якутске идет активная работа по вырубке тольника. В частности, в целях безопасности. Кустарник местами разрастается до таких размеров, что задевает своими кронами высоковольтные линии. Безусловно, избавиться от всего тольника в городе в одночасье невозможно. Однако специалисты знают решения и альтернативы. Вот, пожалуйста, перед вами очень хороший пример. В нашем палисаднике растет больше 40 лет желтая акация. Вот ее обрезаем почти каждый год, и они очень хорошо растут, они менее аллергенны, потому что у них пыльцы немного. Очень хорошо идет также береза. Но вот они перед вами тоже хороший пример, но пыльца у них аллергенна, у них пыльцы много. Есть еще черемуха, есть боярышник, правда, у черемухи тоже много пыльцы. Рябина хорошо идет. Да, ель – это самая первая порода, которая очень хорошо приживается, быстро растет. У нее пыльцы немного, она не очень аллергенная, зато она очень красивая. Еще один способ борьбы с тольниками, который позволит убить сразу двух зайцев – это вырубка именно цветущих женских особей. Так решится вопрос и с пухом, и с сохранностью значимой части зеленых насаждений. А это, вкупе с правильными решениями городской администрации, безусловно, в будущем даст отличные результаты. Петр Васильев, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. По адресу Пирогова, 2 в Якутске строят новое здание специальной коррекционной школы номер 4. Бригады начали работу в феврале и на сегодняшний день забили более 240 свай и завершают цокольное покрытие. Новый корпус специальной коррекционной школы будет трехэтажным. Там начнут получать знания 180 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому старый проект здания корректируется. Например, классы будут высотой почти 3 метра, широкие коридоры для удобства колясочников.
неудачников. Также на первом этаже разместят медблок, где оборудуют кабинеты медицинской и психологической поддержки детей. В связи с тем, что старый проект был под обычную школу, то с этого года ведется корректировка проекта именно для детей, которые имеют в своем развитии умственную отсталость, инвалидность какую-то. Поэтому проект будет специально под них разработан. Это меняется вся входная группа, меняется высота этажей, кабинетов, ширина коридоров тоже меняется. Увлекательный мир профессий. В Хандыге на базе горно-геологического техникума открылась профориентационная площадка. С пользой провести лето и узнать о новых рабочих профессиях решили 15 школьников от 10 до 15 лет. Подробности программы у Марии Винокуровой. Со второго дня в профориентационной площадке дети начали знакомство с рабочими профессиями, которым обучают в горно-геологическом техникуме. Первое занятие по геологии. Мы в игровой форме им донесли суть работы геолога. Они работали промывочным лотком геологическим, примерили себя роль золотодобытчика. Также они работали с микроскопами, бинокуляром и познакомились с горными породами и минералами. Также работали на горном компасе. И, надеемся, им все понравилось. Семиклассница Нелли Степанова давно коллекционирует камни и минералы, поэтому одна из первых записалась в детскую площадку «Увлекательный мир профессий». В первый же день занятий она убедилась – пришла не зря. Камни могут быть очень удивительными, и мне нравится их изучать, узнавать о них что-то новое. Мне сегодня понравилось то, что мы обливали камни кислотой, и у них происходило шипение, и у них появлялась пена. И еще у нас некоторые камни магнитными были, и они могли двигать предметы в компасе. Площадка будет работать 2 недели. За это время дети на деле узнают о профессиях сварщика, электромонтера, обогатителя, геопространственных технологиях. Самое главное, в мастерских, своего рода мини-фабриках, будут проводить с преподавателями опыты, химические анализы, пробы. Организаторы уверены, детская профориентационная площадка при горно-геологическом техникуме поможет ребятам расширить кругозор, а в будущем осознанно сделать свой выбор профессии. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Около 4000 юных мирнинцев проведут летние каникулы активно и познавательно. Начиная с этой недели в Мирнинском районе открыли двери летние лагеря. Подробности в материале Анны Васильевой. В Мирнинском районе школьникам организуют увлекательный и разнообразный летний отдых. Летняя программа включает в себя как профильные лагеря, так и основывающиеся на дневном отдыхе детей. Будет работать 17 лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений. Также открыты 9 лагерей труда и отдыха. Конечно, в наших учреждениях летнего отдыха особое внимание уделяется и будет уделяться безопасности наших детей. В средней школе номер 12 с углубленным изучением английского языка летний лагерь с продленным днем будет работать в 3 сезона с охватом по 100 детей в сезон. Направление лагеря – музыкально-лингвистический. Лагерь у нас начинается с 8 утра. Дети принимаются от 6,5 лет и до 14, край 15 лет. Вообще у нас прием до 18 лет, но дети, как правило, уже уходят в трудовой лагерь, поэтому мы стараемся охватить больше детей среднего возраста, чтобы они были заняты одними интересами. Первый день, день открытия лагеря в 12-й школе, прошел позитивно, активно, весело. Первая организационная линейка, зарядка, завтрак, занятия, обед и так далее. Настя Черкас, несмотря на то, что окончила 1 класс, в этот лагерь пришла уже 2-й раз. Нас здесь учат общаться. Я познакомилась сегодня поближе с другими людьми побольше. Лагерь мне именно вот этот нравится, потому что тут гулять. Тут мне нравилось еще в прошлом году, понравилось.
Теперь же ребят впереди ждет активный и полезный отдых, интересные открытия и хорошее настроение в период пребывания в лагерях. Анна Васильева, Мирный. Архив – это не только порядок в документах, но и показатель того, что было сделано за годы существования организации. Так, специалисты Национального архива республики провели мастер-класс по подшивке и оформлению документов для дела производителей различных учреждений региона. Наши коллеги готовы поделиться подробностями. Так или иначе, в любом учреждении есть архив. Одно дело, когда архивное хранение в организации структурировано, и совсем другое, когда документы хаотично разложены по шкафам и папкам. Фактически любая документация в любой организации может рассматриваться как пополнение архива. Однако перед началом оформления документов необходимо учесть все юридические тонкости. Нужно и важно, чтобы каждый человек на своем месте, делопроизводитель, руководитель этой организации правильно вели документацию. Для того, чтобы этот документ был полностью юридически и физически, скажем так, подготовлен для передачи на архивное хранение. Мастер-класс для делопроизводителей состоял из 5 этапов, где архивариусы пошагово объяснили принцип оформления и последующего хранения документов. Такая процедура необходима, так как у некоторых специалистов возникают затруднения на том или ином этапе оформления бумаг. Затрудняются в составлении заголовков, и есть маленькие нюансы в составлении заголовков дела, и также расположение реквизитов и листа заверителя. Эффективно организованный архив организации обеспечит быстрый доступ ко всем документам учреждения и дает уверенность в том, что ни один документ не будет утерян. Например, в региональном управлении налоговой службы за один только год сдается на хранение несколько десятков дел. Недавно проходила сдача в архив, где-то постоянных мы сдали, получается, 30 дел, а временного хранения где-то 38 дел. Архивное дело требует большого внимания и бережного отношения к документам и информации. Архивы есть в каждой организации и даже в каждой семье. А это значит, что правильная подготовка документов к их хранению очень важное дело для формирования архивного фонда республики и России в целом. Надежда Саханская, Иван Яковлев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Глава республики Айсан Николаев сегодня работал в заречных наслегах Хангаласского улуса. Первым делом он посетил село Кирдем, где принял участие в презентации обновленной Николаевской церкви. Затем в селе Качекацы встретился с сельхозпроизводителями. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Николаевская церковь по прямому назначению использовалась до 1920 года, но с установлением советской власти здание церкви отдали под избу-читальню. Сейчас церковь является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав историко-этнографического музейного комплекса «Самартай». В начале 2020 года стало известно, что в рамках празднования столетия Якутской ССР на реставрацию Николаевской церкви из федерального бюджета выделят средства в размере 30 миллионов рублей. Работы шли в 2 этапа и завершились в декабре 2021 года. Мы сегодня на самом деле лучше узнаем свою историю, узнаем свое прошлое. Я всегда повторяю слова о том, что если мы не будем знать, не будем гордиться своим прошлым, то у нас не будет светлого будущего. Свой вклад в возрождение церкви внесли и жители Хангаласского улуса. Наш фонд совместно с обществом Хангалас, совместно с нашими жителями, нашим населением Хангаласского улуса внесли свою лепту. Внутреннее убранство купили за счет фонда, который собрали всем миром. В стенах обновленной церкви архиепископ якутский Ленский Роман провел церемонию освящения. Николаевская церковь будет выполнять функции храма для богослужений и станет одной из достопримечательностей села Кирдем. Здесь будут проводиться различные мероприятия. Пусть это и крещение детей, пусть это прошения различные, да, будь то обрядовые церковные мероприятия, все наши церковные праздники. Эта церковь будет работать как действующая, и она будет у нас и как музейный объект, потому что такую красоту от населения, от туристов, от желающих посмотреть мы скрыть не можем.
Далее глава региона отправился в соседний Наслек, Качекадский, где посетил пашни сельхозкооператива «Хачекад», председателем которого является Роман Куприянов. Основное направление деятельности кооператива – выращивание зерновых культур. Айсен Николаев вместе с Романом Куприяновым испробовали новую технику сельхозпредприятия, полученную в рамках технической модернизации на лизинговой основе. Это высокомощный пропашной трактор, посевной комплекс гибридного типа и дисковая барана. Ну, короче говоря, он одобряет самая подходящая техника для вашей работы, при том с этим большим объемом полей, это вполне устраивает. Я ему, как говорится, еще намерен второй такой трактор приобрести на будущий год. Сидя в кабине трактора, глава региона и фермер обсудили насущные вопросы, касаемые сбыта зерна и механизма лизинговых сделок. Завершилась рабочая поездка Илдархана в Заречные Наслеги обедом на свежем воздухе за беседой с местными сельхозпроизводителями. Виолетта Засимова, Илья Сыромятников, Хангаласский улус. Особенный день нашей страны. Сегодня, в День русского языка, на площади Русского театра возложили цветы в память о великом писателе и поэте Александре Сергеевиче Пушкине, чей день также отмечается сегодня. Перед основной частью мероприятия жителей и гостей Якутска ожидала торжественная речь, во время которой желающие могли выразить слова благодарности и прочесть любимые стихи Пушкина. Я хотел бы сказать каждому: читайте Пушкина, и не только в этот день. Живите, как Александр Сергеевич, принимайте все, что нас окружает. Времена года такими же словами, которыми Пушкин его воспринимал и оставил нам. И пусть еще на долгие лета стихи Пушкина будут радовать новые юные поколения всех жителей мира, страны, нашей республики, богатством его слога, легкостью его слога и красотой его слова. Также в Пушкинский день состоялась премьера постановки по шедевру русской литературы «Руслан и Людмила». Подробнее в материале Марины Захаровой. Традиционно в эту значимую дату организуется праздничная программа с поздравлениями, награждениями и премьерами спектаклей по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. В этом году на сцене Русского театра зрители смогли увидеть отрывки будущего спектакля. У нас такой набросок, эскиз спектакля «Руслан и Людмила». Причем мы решили его сделать, так скажем, по-взрослому, что ли. То есть прикоснуться к древним языческим каким-то таким символам, культуре языческой. И вывести Руслана и Людмилу на какой-то такой определенный уровень русского фэнтези. Выпустить даже небольшую часть произведения Пушкина – работа достаточно серьезная и ответственная. Но, несмотря на большой объем работы и сжатые сроки, работники театра превосходно справились с возложенной задачей. Мы в основном импровизируем. Всю ту часть, которую мы сейчас сделали, мы фактически с нуля собрали, из ничего. Вот. Трудность заключается в том, что в голове идей очень много на самом деле, а вот воплотить не всегда получается. Почему? Потому что очень всегда мало времени. Вот это большая проблема, но тем не менее, опять же говорю, справились. Кропотливая работа над сценическим и русским фэнтези не заканчивается. Русский театр прикладывает все усилия, чтобы уже в 2024 году история, сюжет которой известен всей стране, смогла вновь, но уже по-новому тронуть сердца зрителей. Марина Захарова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. Кысахолонхо с 30 июня по 2 июля авиакомпания «Полярные авиалинии» запустит социально значимые рейсы по маршруту Маган-Аймекон-Маган. Также вне Сеха на переправе Мегина-Алдан, Кыскил на реке Алдан будут работать 5 паромов. Вдоль дороги Колыма в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Татинском и Тампонском районах организуют уборку мест общественного пользования. На местности Кюбюме планируют установить круглосуточный медицинский пункт. Напомним, в этом году Кысахолонхо пройдет в Аймеконском районе 1 и 2 июля. Далее о спорте. До начала финальной части национального многоборья игры Дыгын остается чуть больше 2 недель. В местности Усть-Хатын во время празднования Сеха Туймады на 2 площадках пройдут традиционные игры по 7 видам спорта.
Начиная с зимы прошли 3 отборочных этапа, и в финале на главной арене сойдутся 12 сильнейших атлетов. 24 и 25 июня нас ждет острая и захватывающая конкуренция, где выявят самых сильных и ловких. Победитель, как и в предыдущие годы, получит 1 миллион рублей. Сегодня на пресс-конференции спортсмены рассказали о подготовке к играм и пожелали друг другу удачи. Подготовку уже начали 25 мая, и сейчас еще уборки территории делали, чуть-чуть ремонты работы делаем. Подготовка идет планово. До 20 июня все место будет подготовлено, и будем уже на оформлении работать. Огонь спартакиады учащихся спортивные якутяне зажгли в Якутске. Обряд прошел в доме Арчи. За звание лучших поборются почти 1500 юных спортсменов из 32 районов республики. Всего будет разыграно 115 комплектов медалей. Соревнования станут одними из отборочных для формирования сборной Якутии на игры «Дети Азии» следующего года. В нашей республике традиционно школьная спартакиада проводилась в 90-е и 2000-е годы, но в 2016 году эта традиция была прервана, и по решению главы республики Арсения Сергеевича с прошлого года в декабре было принято решение о возобновлении этой спартакиады среди школьников, и мы с большим воодушевлением и в целом жители, население, система образования встретила это решение. Во-первых, это массовый спорт. Поэтому все виды спорта и касается всех школьников. На уровне класса, школы, все принимают участие, поэтому эта спартакиада является именно опорой всех национальных фундаментов, всех больших таких соревнований, даже как «Дети Азии». Также на торжественной церемонии открыли спартакиаду учащихся республики. Состязания пройдут в Якутске с 6 по 10 июня. Всего включено 27 видов спорта. Это олимпийские, неолимпийские и национальные. Отмечу, что команды разделены на 4 группы по количеству обучающихся. В первой группе по итогам отборочных лидирует Якутск, за ним идут Мегино-Кангаласский и Сунтарские улусы. Во второй группе лидирует команда Амгинского улуса, в третьей группе Кобейский улус, в четвертой Оленёкский, Анабарский и Жиганский районы. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.